Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня на красном песочке посмотрим такую тему. Ваш мужчина, что он честно говорит сам себе о вас? Его трезвый взгляд, его истинный взгляд на вас. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на любимого, представьте его, назовите по имени и задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, скажи, что ты сам себе честно говоришь обо мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, что же ваш мужчина говорит честно сам себе о вас. Так, а вот это интересно, а вот это неожиданно. Слушайте, я сама в шоке. Какой мужчина? Кого вы мне тут загадали? А? Какой он? Знаете, девочки, вот как хотите, обижайтесь на меня, не обижайтесь. Но ваш мужчина про вас говорит так: дьявол в юбке. Я не знаю, что вы ему сделали. Я не понимаю, что могло произойти, почему он так о вас отзывается. Уж вы, если понимаете, о чем речь идет, напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Но я такое вижу первый раз. Дьявол в юбке. Это его характеристика о вас. Такой он вас видит, так он вас называет. Но вот это мужчина, вот это поворот, да, неожиданно. Послушайте, здесь вот голова дьявола вышла. Но за этим дьяволом, вот смотрите, есть ангельские крылья. Значит, вы еще и змея. Вы простите, извините, надеюсь, что это не ваш мужчина. Но, тем не менее, вот прям буду читать, как вижу. Вот не обижайтесь, пожалуйста, девчонки, не обижайтесь. Вот он говорит, что вы какая-то, не знаю, какая-то вот прям особенная, что ли, да? С одной стороны, значит, такой весь ангелочек, вся такая мягенькая, светленькая, добренькая, такая вся невинная, наивная. А с другой стороны, там такие страсти, змея, да, и дьявол в юбке, вот как-то так. Так, мужчинка, да, ты что такое говоришь? Девочки, вы иногда его так загоняете словом, делом. Вы знаете, вот вы его пастух. Вот я вижу так, потому что он себя чувствует, смотрите, здесь он себя чувствует овечкой наивной такой, знаете, блеющей. Здесь он себя чувствует козликом, здесь он ослик. Понимаете, почему-то у него какое-то вот представление о себе, когда вы рядом, да, что он какой-то, прям козлик-ослик, да. Вот она вы, видите, пастух, человек, лидер, вы держите целый мир над головой. А он, вот видите, вот такими козликами, да, туда-сюда скакает. Вот такой вот ваш мужчина. Так, что самое интересное? Вот что самое интересное, что ему это нравится? Вот как бы он там с вами не бодался, как бы он там не ругался, как бы он там вас не воспитывал, либо из себя там что бы не строил. Ему нравится то, что вы делаете. Ему нравится, как вы себя ведете. Может, у него какое-то, знаете, там садомазо. Может быть, ему нравится, когда над ним доминирует. Либо, может быть, это какие-то его тайные эротические фантазии. Тоже может быть. Ему нравится, когда вы его учите. Ему нравится, когда вы его как котенка, да, который нашкодил вот носом, да, вот эти вот каки писи тыкаете. Вот это ему нравится. Он прям, знаете, он, конечно, сопротивляется, весь такой, я ж мужик, да, а сам прям в душе кайфует от этого состояния. Девочки, вы взрываете его мозг. Вы просто с другой планеты. Вы перевернули его мир. Вы перевернули его сознание. Что он говорит о вас? Да он не знает, что ему говорить. Он до сих пор не понял
не осознал, не понял, с кем он живет, да, либо с кем он встречается, кто вы такая. Вы для него вот таких размеров, да, вот необъятных, и вот такой ширины книга, закрытая, запечатанная, не знаю, там запаянная, еще и в каком-нибудь там железнобетонном ящике, да, вообще не понимает вас, вообще не. Он, знаете, вы иногда бывает ситуация, когда вы ему что-то говорите, да, там вот просто говорите, либо ругаете его за что, а он сидит глазками такой луп-луп-луп, а сам наслаждается, да, вот как вы принимаете участие в его жизни, ничего не слышит, ничего не понимает, каша, да, белый шум в голове идет, но ему нравится, что вы вот такая вся, вот в эмоциях, особенно когда вы злитесь, его это невероятно заводит. Я уж не знаю, там, что с вашим мужчиной не так, что у него там с его либидо, да, но его заводит, когда вы зла. Когда вы вот такая вот прям вся такая из себя, распаренная, раскрасневшаяся, когда вот вы ругаетесь. Очень нравится, когда вы его, ну, может быть, какими-то горячими словечками накрываете. Это тоже ему очень нравится. Это вот прям то самое. Он кайфует в этот момент, наслаждается этим моментом. Здесь мужчинка какой-то необычный. Вот честно, необычное какое-то видение мира. Особенно у вас. Я с таким раньше не сталкивалась. Я такого раньше никогда не видела, честно говорю. Что вы ему сделали? Как вы его... Как вы его так накрутили, да, что он вот именно такой вас видит? Он, знаете, он иногда вас, грубо говоря, да, ругает, проклинает, и тут же он небо благодарит за то, что вы в его жизни есть, за то, что Боженька послала ему такую женщину, как вы. Он о вас говорит, он о вас постоянно говорит, причем говорит в такой хвастливой форме. Конечно, он сегодня говорит то, что происходит между вами и как там, что у вас происходит, нет. Но какие-то вещи он рассказывает. И он рассказывает это с таким хвастовством, с таким бахвальством. Да вот моя, да вот она такая, вот прям такая. Вы все типа завидуете, да, со своими клушками. Да, он других женщин вообще считает какими-то вот, ну овцами, да, что ли, клушами, овцами. Кстати, при вас, возможно, он об этом говорил. Он безумно рад тому, что вы есть в его жизни. Он, я не знаю, если вы от него уйдете, он просто погибнет. Он будет ходить по миру и искать вас, пока не найдет. Знаете, вот такое сравнение, может быть, оно не очень к тему, да, но если вы его куда-нибудь вывезете на полярный полюс, он по звездам найдет дорогу домой, да? По запаху ваших духов, парфюма он найдет к вам путь. Этот человек от вас не отстанет никогда. Единственное, что есть какой-то момент, где вы зацепляете, задеваете его какое-то слабое место. Это слабое место, скорее всего, связано либо с его работой, либо с его мужественностью. Где-то вот вы его цепляете. Вот там вы ему реально причиняете боль, потому что это его ахиллесова пята. И в эти моменты он просто ревет от боли, понимаете? И вот когда на него это накатывает, он иногда себя не контролирует. Он может вас обижать и потом сам себя ругает за это, очень сильно ругает, но назад уже не отмотаешь. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю, потому что реакция у него просто в эти моменты очень бурная. И, возможно, вы уже сталкивались с этой реакцией, и вас это могло напугать, да, и вы не знаете, как к этому относиться. Поэтому я вам посоветую, если вы поняли, да, где его нельзя трогать, лучше не трогайте. Другие любые места, любые темы, это окей, он позволяет. Но именно туда бить не надо. Вот что-то с мужественностью связано. Может быть, вы ему там говорили, да ты не мужик, там, либо не можешь там чего-то там добиться, заработать. Вот девочки, вы тут не перегибайте палку, потому что он такой, у него, как, знаете, глаза кровью нальются, он может все поломать в один момент, наделать делов, и сам потом будет каяться всю жизнь, но как возврата уже не будет. Вы иногда входите в азарт, и вас не остановить. Поэтому, девочки, если за собой знаете, если понимаете, о чем я говорю, лучше не надо.
Запретите себе даже думать об этой теме. Не трогайте его с той стороны, потому что это действительно соль на рану. И это очень болит. Ему это очень-очень болит. Он вам может простить все. Все. Даже измену может простить. Даже если ребеночка другого мужчины родите, все равно простит. Это вы родили, значит, это ваш ребеночек, и он любит вас, будет любить этого ребеночка. Но вот если вы туда будете бить, там, где ему особо больно, вот там может быть крах, понимаете? Я вас предупредила, он тут тоже это мне показал. Поэтому, девочки, вы хозяйка этого мужчины в прямом смысле слова. В прямом, в переносном, в каком хотите. Он вам рад, он рад вам подчиняться. Вы для него... небо и земля, понимаете. Он с вами чувствует себя путешественником между мирами, да. Когда злитесь, он там в ад попадает, когда вы добрая, он просто в раю, там в солнечных лучах купается. То есть с вами ему в кайф, с вами очень интересно, вы его женщина. Но всему должен быть предел и всему должны быть рамки. Этот мужчина растет, он еще развивается, он еще, знаете, такой сыроватый, да? Он еще дойдет до кондиции, он еще вам себя покажет, причем с самой лучшей стороны. Пожалуйста, пожалуйста, понимайте и помните, мужчину воспитывать нужно, но обижать нельзя. И тогда будет у вас все хорошо, и отношения ваши будут самыми лучшими, самыми прекрасными. Потому что этот человек вас любит и искренне вами восхищается. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.